Вы смотрите программу «Актуальное интервью» в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. Якутское лето короткое, но невероятно яркое. И каждый родитель мечтает, чтобы эти драгоценные месяцы стали для ребенка временем настоящего здоровья, новых друзей и счастливых воспоминаний, которые останутся на всю жизнь. Где дети учатся самостоятельности, поют у костра и набираются сил перед новым учебным годом, конечно, в лагерях. О том, как в этом году организована летняя оздоровительная кампания в республике и что ждет ребят в стенах легендарного Соснового Бора, мы поговорим с человеком, который знает о детском отдыхе все. В студии директор Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый Бор» Варвара Васильева. Варвара Альбертовна, здравствуйте. Здравствуйте, Дарья. Как вообще на сегодня охват летним отдыхом детей? Давайте начнем с этого. В этом году неплохой показатель у нас. У нас всего оздоровлено, отдохнуло и было занято 131 тысяча детей по итогам июня месяца. Почему? Потому что именно в июньский период у нас открываются первые смены во всех наших практически образовательных организациях. Это больше 300 дневных лагерей дневного пребывания. Это при школах открывается. И более 40 лагерей уже стационарного типа. Ну и остальное там палаточные лагеря, лагеря труда и отдыха. Если взять, то у нас порядка 59 тысяч детей как раз-таки в этих лагерях отдохнуло. Плюс еще у нас 51 тысяча детей прошла через дополнительное образование. Это малозатратные формы, это экскурсионная программа, это доп. Образование само, в каком виде оно есть, как малозатратная форма. Да? Ну и понятно, что дети, которые выезжают за пределы с родителями, они тоже учитываются, порядка 17 тысяч детей. Ну вот летний отдых — это не просто каникулы, да, а еще и образовательный, да, процесс. А какие вообще образовательные программы реализуются сейчас в лагерях? Вообще с 2025 года, в связи с тем, что был год объявлен годом детского отдыха, мы получили на руки очень хороший документ, который называется «Воспитательная работа в летних лагерях». И по нему у нас 12 модулей, начиная от истории России, заканчивая патриотическим воспитанием. То есть все эти 12 модулей у нас расписаны. И среди них есть, конечно же, дополнительное образование, где ребенок может получить конкретно доп. Образование. Это у нас очень сильно пользуются лагеря, которые имеют определенный профиль. Если взять, то у нас хитом этого лета является IT-направление, техническое направление. Дети стараются пойти в такие лагеря. Потом идет у нас уже военно-патриотическое, гражданско-патриотическое, этнокультурное. Ну и уже в конце у нас находятся профориентационные лагеря, которые как раз-таки развивают какие-то навыки, которые потом, возможно, станут началом профессии нашего ребенка. Варвара Альбертовна, вот как вообще выстроена система обеспечения безопасности в лагерях? И вот есть ли медицинские, может быть, пункты? Как вообще организована защита, да, объектов? Конечно. В этом отношении у нас ежегодно открывается порядка 500 лагерей. Это получается самое большое количество лагерей. Это лагеря дневного пребывания. Потом уже идут по другим типам. Это стационарные лагеря, лагеря труда и отдыха. И это же у нас еще и лагеря палаточного типа. Для них у нас есть определенные требования. Все должны пройти, все досконально, кто хочет пройти лагерную систему, они должны пройти и получить санэпидзаключение от Роспотребнадзора. То есть они должны сдать все санитарные книжки, пройти все осмотры, пройти сангик-обучение наших коллег. Да? Вот это первое, что нужно получить, санэпидзаключение. Также нужно получить заключение Госпожнадзора, МЧС, Росгвардии, которые как раз-таки отвечают за пожарную безопасность, за антитеррористическую защищенность, то есть без паспорта антитеррористической защищенности открыться вообще нельзя. То есть мы обязательно должны понимать, что сейчас это стоит во главе национальной безопасности, и мы должны понимать, что мы должны защитить ребенка, который приходит к нам в лагерь. Например, у нас система, да, в летний период работает очень актуально. Почему? Потому что в этот период мы начинаем все искать ЧОПы, объявляться, искать всех, кто может охранять наших детей. То есть в этом отношении у нас обязательно должны эти требования соблюдаться. Особенно, скажем, уже в зимний период, уже с марта месяца мы начинаем объявлять все конкурсы, чтобы все смогли уже с мая месяца приступить, с июня месяца приступить, чтобы все лагеря работали. А вот от вожатых и педагогов вот еще и зависит успех всей смены, да, вот как мы знаем. По каким вообще принципам ведется отбор и вот подготовка вожатских отрядов республики? А с 2024 года у нас есть указ главы 177. Как раз-таки мы говорим об успешности наших детей в летний период. Да? Есть такой портфель и проект, в котором есть еще и портрет вожатого Якутии.
То есть мы должны понимать, кто у нас должен быть вожатым. И в связи с этим у нас 2 учебных заведения, которые работают с вожатыми, прошли аккредитацию. Это у нас получается наш СУФУ имени Максима Кировича Амосова. И получается у нас еще и Вилюйский педагогический колледж имени Чернышевского. Вот для этого нужно пройти аккредитацию, это во-первых, да, и иметь программу структурированную, да, еще и обучить, и еще и вручить всем корочки о том, что ты вожатый 2-го разряда. Для этого нужно ребятам знать очень много, начиная от НПА, заканчивая как раз-таки песнями у костра, которые, кстати, у нас запрещены, если ты не пройдешь все пункты проверок от Госпожнадзора. Сейчас, особенно в летний период, стараются песни у костра не устраивать. Зато бывает песни у свечек, песни во время встреч, песни во время конкретно каких-то мероприятий. Ну, например, альтернативу скажем. ищут. Да, вот. ищут альтернативу, чтобы не было опасных таких моментов, особенно в летний период. Какими качествами должен вожатый обладать? Ну, вожатый должен быть Обычно обязательно молодой, обязательно должен быть яркий. Почему? Потому что иногда бывает, приходят к нам на практику вожатые. Кстати, мы занимаемся еще тем, что у нас проходит стажировку не только у нас в республике, но и за пределами нашей республики. Например, с прошлого года мы имеем очень хороший опыт проведения таких стажировок в Приморском крае, лагерь «Алые паруса». Порядка 40 детей, студентов у нас туда едут и проходят практику на весь летний период. Они еще из этого получают заработную плату, например, скажем, да. То есть ребята оттуда приезжают к нам оздоровленные, ну и получившие заработную плату по тем меркам, скажем, достаточно хорошая, по современным меркам, да. Ну и для детей это все равно побывать где-то за пределами республики, это очень хорошо, особенно для студентов, да. Ну и кроме этого у нас еще стажировку проходят в наших лагерях ребята из других университетов. Да, например, с Казани у нас есть ребята, есть у нас с Санкт-Петербурга. То есть из всех городов, где есть педагогическое направление, стараются приехать к нам и пройти такую практику. Ну, молодой, яркий, интересный, умеющий что-либо, талантливый, возможно, да, почему? Потому что обязательно все равно нужно танцевать, петь, уметь играть, знать множество игр. И самое главное, чтобы он был еще всегда в хорошем настроении, потому что если ты видишь загруженного вожатого, загруженного педагога, то какая речь может быть о ярком лете? Да, действительно сложно. А если вот кто-нибудь захочет все-таки вожатым стать, в центр нужно пойти или обратиться туда? Да, нам можно обратиться к нам. Мы обязательно, вот, особенно с марта месяца, ищем всех вожатых на летние периоды. Порядка 2000 вожатых нам нужно по всей республике, по всем лагерям. Очень сложно найти ребят, которые хотели бы прийти не на такую же большую заработную плату, на 18-21 день. Ну и получить очень большой иногда заряд энергии, а иногда это бывает еще и когда ты практически обнуляешься, когда ты особенно работаешь в ночные периоды. То есть для этого есть все равно какой-то определенный вайб, когда ты в молодом возрасте идешь работать вожатым. Ну и, конечно же, можно обратиться к нам с основной убор непосредственно. Мы оттуда еще и ведем, мы можем порекомендовать вожатых, которые могут пойти в те или иные лагеря. То есть все равно база вожатых у нас есть, с которыми мы можем говорить и определить, в какой лагерь им больше подходит. Варвара Альбертовна, а вот еще Якутия славится своими самобытными, да, традициями. Вот как вообще отражается наша культура, да, родные языки в программах именно летних лагерей? Как она вот показывается, может быть? Может, есть программы для работы с детьми коренных малочисленных народов Якутии? Или, может быть, есть какие-нибудь культурные особенности, да, программа какая-то? Конечно, да. У нас, когда мы работаем с такими программами, а у нас порядка 80 лагерей имеют такие программы, в прошлом году мы посчитали на 2 смены, которые проходили в наших лагерях, 500 лагерях, да, у нас оказалось, что практически 800 программ, а у нас на каждую программу идет, на каждый сезон, то есть идет программа, да, скажем, и по ней отработали достаточно много коллег, которые как раз-таки идут в части этнокультуры. Еще с 23 года у нас это ведется во всех лагерях. У нас есть, например, Мандаруга, это вот программа Татинского улуса, например, скажем, да. У нас у себя в Сосновом Бору есть еще своя программа, это Кюнагохая. Оно вместе, конечно же, с НВК с вами проводится это мероприятие. Почему? Потому что дети как раз-таки учатся Аланхо, учатся Гохой, то есть это разные виды, которые можно развивать у нас в нашем лагере в том числе. Ну и не говоря уже о тех сельских лагерях, которые есть в Фунтарском улусе, в Вигно-Кангаласском улусе. Практически во всех наших 34 улусах это направление очень сильно развивается. Если в прошлом году, я еще скажу, было 70 таких направлений, то сейчас в 2 раза больше становится этих таких направлений.
Ну, еще и больше станет, наверное, Ну, да? я тоже думаю, потому что вот с модулем, например, воспитания патриотизма у нас в республике, да, это наш региональный модуль воспитательной работе, это как раз-таки поддерживаем направление, ну и, конечно же, это все развивается очень быстрыми темпами. Мгм. Вот организация летнего отдыха детей задача так межведомственная, да? Как вообще Центр отдыха и оздоровления детей взаимодействует именно с Министерством здравоохранения, спорта, молодежной политики, ну и вот вообще крупными промышленными предприятиями Якутии? С этого года у нас есть документ, нормативно-правовой акт, по которому обязательно глава республики, региона должен стать руководителем межведомственной комиссии. У нас такая межведомственная комиссия есть. Мы объединяем практически 20 таких органов власти, ну и, конечно же, надзорных органов, которые как раз-таки говорят о том, что есть определенное обновление, да, в системе надзора. И, конечно же, мы обязательно проводим раз в квартал такие заседания. Иногда бывают такие, что внеплановые заседания, где мы принимаем те или иные решения. Почему? Потому что без Минздрава мы никак не можем, например, открыться. Почему? Потому что нам нужны обязательно медики, которые будут работать в летний период во всех наших лагерях. Ни один лагерь не может открыться, не имея медицинского блока, медицинского персонала. То есть мы здесь задействуем средний медперсонал, это получается фельдшера, это медсестры. И там, где больше 200 детей, а таких лагерей у нас очень мало, должен быть врач-педиатр, например, скажем, да. Также у нас, например, с Росгвардией, хоть и надзорный орган еще у них есть, да, мы еще и должны работать с ними в части антитеррористической защищенности. То есть вот это все соблюдается. Например, молодежи занимается еще тем, что мы работаем с педагогическими отрядами республики, которые как раз-таки нам дают наших вожатых. А что вот насчет инфраструктуры, да, вот что сделано за последний год для того, чтобы вот улучшить объекты лагерей? Да, вот этот вопрос, наверное, самый ожидаемый. Почему? Потому что все спрашивают, что у нас изменилось в части улучшения инфраструктуры. С 2023 года по всей Российской Федерации есть замечательный проект федеральный, который называется «Создание условий для обучения, отдыха, оздоровления детей в Российской Федерации». И в рамках этого проекта мы выиграли до 2027 года достаточное количество наших объектов. Всего у нас будет построено 14 объектов, быстро возводимых конструкций, которые работают в летний период. И, конечно же, каждая конструкция имеет 50 мест, койко-мест детей, в том числе и инвалидов детей, в том числе и вожатых. Они все должны располагаться как раз-таки в этом БВК. Мы его очень укороченно называем БВК. Таких БВК у нас 14, как я до этого сказала. То есть у нас получается порядка 700 мест, куда мы можем еще больше принять наших детей. У нас с 2024 года есть построенный лагерь «Спутник». Про него тоже очень хорошо рассказывают. Да. Он один из самых наших первых лагерей, первопроходец, который как раз открылся в городе Якутске в 2024 году, и 200 мест плюс. Да, они проводят по 4 смены. Это наши самые вот, лучшие флагманы, наверное. Да. Потом идут у нас лагерь Эльге. Они открылись в Мегино-Кангаласском улусе на 100 мест. Это 2 корпуса, где тоже приняли более 400 детей за летний период. Ну и наш лагерь в этом году открылся. У нас тоже 200 мест на 4 сезона. Ну и в следующем году у нас открывается таких же по 2 модуля в Горном и Амгинском улусах. Спасибо, Варвара Альбертовна, что сегодня к нам пришли и рассказали действительно интересную информацию про лагеря. Спасибо. Я напомню, это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.